Золотые купола вместо мраморных стен дерева. Это сооружение создано без единого гвоздя, лишь с использованием топора. Но сложность строительства заключалась не только в этом. Рельеф местности и отдаленность высокогорного села затрудняли доставку строительных материалов. Но цель была достигнута. После 9-летнего строительства храм Иоанна Крестителя открыл свои двери для христиан. И символично, что этот день совпал с праздником Рождества Богородицы. Сколько усилия! И какая сложная дорога, как это все надо было, каждое бревно, каждый предмет, который вы видите, сперва надо было привезти в Абхазию, а потом уже разными путями ее надо было доставить в Псху. Мы, люди, не сможем друг другу оплатить эти своими силами. Сам Господь отблагодарит вас всех. В Абхазии это единственная церковь, сооруженная без единого гвоздя. В России же таких около 5. Настоятель храма Иоанна Крестителя в Псху, управляющий Абхазской православной церковью иерей Виссарион Аплия, не смог присутствовать на торжестве, так как принимал участие в открытии храма Пресвятой Богородицы в селе Адюбжа. Виссарион Аплия 10 лет назад осветил место, на котором должно было начаться строительство храма Иоанна Крестителя. И вот это свершилось. За последние 100 лет здесь впервые проходит обряд освящения церкви. Божественную литургию с самого утра провели отец Василиск и отец Игнатий. На вас уповает весь христианский мир. Вашими молитвами, чаяниями вашими живут православные христиане сегодня, по крайней мере, во всей Святой Руси. На Псху смотрят, как, знаете, как на такое горнее место. Это знаете, что такое приближенное к горнему Иерусалиму. Я помню, это понятно, что это такое. Это апокриф, это не какое-то такое святое изречение, но тем не менее. Кто на Псху не бывал, тот Москвы не видал. Я такое слышал еще, помню, еще был мальчиком совсем. Да, вот, так было приятно. И очень хорошо, что я сегодня побывал у вас здесь сегодня. Вот. И вот это вот действие, что мы совершили, благословение и освящение храма, чтобы здесь у вас была литургическая жизнь, была литургическая молитва, это очень высоко, и святче этого ничего не может быть. Церковь была возведена на пожертвования верующих. Главный инициатор строительства Наталья Гержова. В храме уже идут молебны, он украшен иконами. Прихожане собираются здесь, чтобы помолиться. Сима Аргуна, Лина Куртава, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.